Доброе утро, уважаемые телезрители. В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции начнем наш эфир с прогноза погоды. Итак, собственно, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра сегодня, 29 октября, в центральных Улусах минус 14, минус 17 градусов. Днем ожидается минус 9, минус 15 градусов. Заречье минус 13, минус 16 утром, ну и 10, минус 16 днем. Южные Улусы минус 16, минус 21 утром, днем минус 12 градусов. Вилюйские Улусы минус 11, минус 25 утром, днем минус 6, минус 17. Нижнеленские Улусы минус 18, минус 27 утром и минус 16, минус 22 днем. Западные Улусы утром минус 10, минус 13 градусов, днем минус 5, минус 8. Колымо-Индигирские Улусы утром минус 11, минус 20, ну а днем минус 8, минус 19. Дианские Улусы утром минус 18, минус 19, днем минус 15, минус 20 градусов. Северо-западные Улусы минус 16, минус 27 утром и минус 17, минус 26 днем. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 14 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 12, минус 14 градусов. Возможен слабый снег. Друзья, предлагаем начать наш сегодняшний день и эфир, в частности, с подборки интересных и забавных новостей. Ну что ж, давайте начнем. В России началось производство второй вакцины от коронавируса под названием «Эпивак Корона». Как сообщает ТАСС, препарат создан на основе пептидных антигенов в научном центре «Вектор». Массовые поставки вакцины планируют начать в конце ноября или же в начале декабря. Препарат поступит в гражданский оборот уже 1 января следующего года. Сообщается, что в ближайшее время начнутся пострегистрационные испытания «Эпивак Короны», участие в которых примут 40 тысяч человек. Среди добровольцев есть люди старше 60 лет и граждане, страдающие хронологическими заболеваниями. Вводить вакцину будут внутримышечно. Между инъекциями должно пройти не менее 14-21 дня. Напомним, первой российской вакциной от коронавируса стал разработанный центром имени Гамалеи «Спутник-5». Facebook планирует запустить алгоритмы цензурирования и замедления некоторого контента в случае начала беспорядков, связанных с итогами выборов в США. По словам экспертов, экстренные меры включают в себя замедление распространения вирусного контента и подавление потенциально разжигающих конфликт сообщений. То есть эти инструменты могут изменить то, что видят десятки миллионов американцев, когда они заходят на платформу, тем самым уменьшая их подверженность сенсационности, подстрекательству и насилию. Ранее подобные алгоритмы использовались в таких странах, как Шри-Ланка и Мьянма, где в разное время проходили беспорядки. Руководители Фейсбука заявили, что они будут использовать эти инструменты только при проявлении насилия на улицах американских городов. В то же время многие политики возмущены таким решением, так как подавление распространения популярного контента может коснуться и добросовестных политических дискуссий. Раскрыт секрет японского долголетия. Об этом пишет издание «Экспресс». Автор статьи утверждает, что традиционный японский чай матча способен замедлить старение организма и предотвратить развитие ряда заболеваний. Этот вид чая отличается от обычного и представляет собой порошок ярко-зеленого цвета. Напиток содержит витамины А, В, С, И, а также пищевые волокна, цинк, калий, кальций, натрий и железо, которые способствуют, собственно, долголетию. Кроме того, ученые выяснили, что этот традиционный напиток японских чайных церемоний снижает холестерин и уровень сахара в крови, а также укрепляет иммунную систему, предотвращает риски развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения. Напомним, что у граждан Японии самая высокая продолжительность жизни. В сентябре в этой стране был обновлен рекорд по числу долгожителей. Так, количество японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к показателю 1 на 1500 человек. 29 октября, сегодня, 14:00, в Преображенском соборе города Якутска состоится освящение колоколов для Атамайской Николаевской церкви, находящейся в местности Улусы и Горного Улуса Республики.
чем мы обычно завтракаем? Это же, конечно, каша, яичница, омлет, бутерброды и так далее. Часто бывает, что наш завтрак состоит из кисломолочных продуктов. Мы говорим, конечно же, о сметане, о сливках и йогурте. Но иногда так хочется с самого утра подсластить свою жизнь. Поэтому, дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию очень необычный, но в то же время простой рецепт творожного десерта. Доброе утро! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вот такого десерта, который очень хорошо подойдет для завтрака, ведь в нем много сметаны и творога. Итак, для этого вам понадобятся бананы, печенье, сметанка, творог и немного сахара. Для начала нужно измельчить печенье. Я это делаю обычной колотушкой. Затем делаем крем. Смешиваем творог, сметану и сахар. Потом в эту массу добавляем измельченное печенье и все хорошенько перемешиваем. Теперь остается только все разложить на порции и поставить в холодильник. Десерт простоял несколько часов в холодильнике. Теперь, если вы хотите, можете украсить. Я украшу какао, кокосовой стружкой и кондитерской посыпкой. Вот такая красота у нас получилась. Давайте попробуем. Это очень вкусный и очень нежный десерт. Приятного аппетита! Надеемся, вам понадобится этот рецепт. Завтракайте вкусно и полезно. Ну а сейчас, дорогие друзья, я хочу передать слово моим коллегам из информационного отдела, которые расскажут вам о главных событиях в стране и мире. Эфир продолжает новостной блок. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Президент поручил запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года. Соответствующие нормы в действующие акты поручено внести правительству страны. Напомним, с конца марта в России из-за ситуации с коронавирусом был введен мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, а также существенно ограничены возможности контролеров по проведению внеплановых проверок. Теперь принято решение упразднить их до конца следующего года. В России ускорят регистрацию прав на недвижимость и запустят онлайн-сервис для получения сведений из ЕГРН. Оказание госуслуг в сфере оборота недвижимости упростят. Время оформления собственности, проведение кадастрового учета и другие услуги начнут оказывать быстрее. Кроме того, по всей стране заработает сервис, позволяющий в режиме онлайн получать сведения из ЕГРН для сделок с недвижимостью. Это стало возможным благодаря внедрению новой информационной системы учета недвижимости в ГИС ЕГРН во всех субъектах страны. В этом месяце, в октябре, успешно завершился цифровой проект в сфере недвижимости. Новая система полностью отечественная разработка, не зависящая ни от каких санкций. Переход на нее произошел без установки процедур регистрации и учета во всех 85 субъектах. В Якутии уменьшат долю населения с низкими доходами за счет соцконтракта и новых рабочих мест. Таким образом, доля якутян с доходами ниже прожиточного минимума к 2030 году в планах сократится почти вдвое. Такие параметры заложены в проекте региональной программы по устойчивому росту доходов населения. Документ рассмотрели на заседании рабочей группы под председательством исполняющего обязанности премьера Якутии Андрея Тарасенко. Отмечается, что достичь заданных параметров планируется в том числе за счет продвижения соцконтрактов и создания новых рабочих мест на ключевых производствах региона. В Управдор Вилюй назвали сроки открытия ледовых переправ на трассах Вилюй и Колыма. Даты сейчас вы видите на своих экранах. Проезд автомобилей массой до 4 тонн через реку Вилюй на участках федеральной трассы Вилюй откроют в селе Верхневилюйск с 23 ноября, Кюндядя с 25 ноября, селе Устье с 5 декабря, Крестях с 10 декабря. Также отмечается, что планируется открыть переправу с разрешенной грузоподъемностью 10 тонн через реку Лену на участке Якутск-Нижний Бестях с 5 января 2021
2021 года. Сейчас дорожники приступили к подготовительным работам и по обустройству ледовых переправ и подходов к ним. В настоящее время на въездах установлены запрещающие знаки, а также посты дежурного. В Якутии продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По данным лабораторного мониторинга циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Это парагрипп, аденовирусы, РЦ-вирусы. На сегодня профилактическими прививками против гриппа охвачено более 429 тысяч жителей региона, что составляет 44% населения. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по республике. Проездные карты школьников в Якутске временно приостановлены. С сегодняшнего дня, 29 октября и по 7 ноября на время каникул столичные автобусы не будут их принимать. Это одна из мер борьбы с коронавирусом, чтобы школьники оставались дома и не подвергали свое здоровье и других опасности. Ограничения действуют на проездные карты учащихся с 1 по 4 класса, а также обучающихся с 5 по 11 или по 12 классы из числа малоимущих семей в общественном транспорте на территории городского округа город Якутск. Последний в России гражданский Ту-154 накануне совершил свой заключительный перелет. Судно, принадлежащее авиакомпании «Алроса», выполнило двухчасовой рейс из Мирного в аэропорт Толмачево, Новосибирск, куда доставили 140 пассажиров. Поднять самолет в заключительный рейс доверили опытному экипажу. Воздушным судном управляли пилоты первого класса, имеющие за плечами 18 и 10 тысяч часов летного времени. У последнего Ту-154 заканчивается действие сертификата летной годности, поэтому решено было отправить его на заслуженный отдых. В столице началась продажа билетов на фильм «Тыгын-Дархан». Картину покажут в кинотеатре «Лена». Сеансы начнутся с 4 ноября. Напомним, фильм «Тыгын-Дархан» – это самый долгожданный якутский фильм этого года. Режиссер Никита Аржаков. Якутия стала литературным флагманом России. Подведены итоги 6-го всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В этом году победителем и новым литературным флагманом России признана Якутия, сообщается на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Лауреатами 2020 года объявлены Астраханская область, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Горячая распродажа холодильников. В Техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 900 рублей. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес – улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. Все в жизни определяет выбор. Следовать за воображением без оглядки на условности. Формировать круг общения чувствами, а не расчетом. Обращаться к миру на языке музыки и быть понятым. Любить оригинальные решения, видя в них ключ к уникальности. УТУМ Плюс. Всегда больше, чем просто дом. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. «Алроса» помимо налогов и дивидендов ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом «Алроса» вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. «Алроса» – якутская компания.
С вами снова передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. Сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Каковы успехи якутской медицины в этой области и как своевременно себя обезопасить, нам расскажет главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Республики, доктор медицинских наук Татьяна Николаева. Татьяна, доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, доброе утро. если говорить об этой дате, да, вообще расскажите о целях и задачах вот сегодняшней даты. 29 октября был объявлен Всемирным днем борьбы с инсультом в 2006 году. Всемирной организацией борьбы с инсультом. Надо сказать, что инсульт – это проблема глобальная. По всему миру ежегодно где-то 15 миллионов человек заболевают этим серьезным заболеванием. И где-то ежегодно умирает свыше 7 миллионов людей. Из ныне живущих граждан, из 6 человек, 1 имеет шанс на протяжении своей жизни заболеть инсультом. Поэтому эта проблема носит глобальный характер. И цель вот этого дня — привлечь внимание населения к этому серьезному заболеванию. Да, ну вот действительно, 29 октября, да, вот день борьбы с инсультом, дата, которая призвана, чтобы люди обратили внимание на эту проблему. Но мы говорили о ситуации, да, в целом в мире, но что касается нашей республики, какова ситуация? В нашей республике надо сказать, что ситуация с инсультом за последние 20 лет она имеет тенденцию по увеличению. Ежегодная заболеваемость составляет где-то около 2000 человек, которые впервые переносят инсульт, и где-то около 600 человек умирают от этого заболевания. Поэтому для нашего региона это тоже остается на сегодняшний день очень серьезной проблемой. И как причина смертности инсульт занимает второе место. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы цифры, да, вот по смертности вот сокращались с каждым месяцем, с каждым годом. Но мы знаем, что пандемия коронавируса, она сказалась практически на всех сферах. Я уверен, что эта инфекция, да, вот также сказалась и на статистике по инсультам. Ну, действительно, ковид затронул всех. И надо сказать, что сердечно-сосудистые заболевания, и в том числе инсульт, являются тем состоянием, которое, в общем-то, утяжеляет течение инсульта. И, как правило, вот смертность от ковид напрямую зависит от того, какие хронические заболевания есть у пациента. Дело в том, что при этой инфекции, независимо от других причин, развивается тромбообразование. И сам ковид сам по себе, он где-то в 7 раз повышает риск развития инсульта. Даже у молодых людей, у которых нет сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертония или атеросклероз. Поэтому, конечно, пациенты, которые имеют факторы риска или перенесли инсульт, они должны соблюдать строгую самоизоляцию. Да, конечно, стоит остерегаться этого и, как вы сказали, да, и молодым людям. Ну и вообще, вот давайте поговорим теперь о том, как же распознать инсульт и как же оказать вот первую помощь нуждающемуся гражданину. Это очень хороший вопрос, потому что задача этого дня, Всемирного дня борьбы с инсультом, как раз состоит в том, чтобы предупредить население о первых симптомах инсульта. Есть так называемые тесты для неспециалистов. То есть если вдруг внезапно, а инсульт это означает удар, появились какие-то неврологические признаки, например, перекосило лицо, ослабели конечности, особенно с одной стороны, нарушилась речь, стала невнятная, или человек перестал понимать обращенную речь, либо появилось такое расстройство равновесия. Да, вот это все должно насторожить. И незамедлительно, не теряя ни минуты времени, надо сообщить в скорую медицинскую помощь. Не вызывать участкового врача, не звонить знакомым докторам, а именно набирать 103.
Да, конечно, вот сразу, да, вот при обнаружении этих симптомов нужно сразу обратиться к помощи именно скорой, да, как вы отметили. Ну, допустим, вот человек пережил, да, инсульт, и как же с реабилитацией вообще? Есть ли жизнь после инсульта и какова она? Да, на сегодняшний день остается фактом, что инсульт можно лечить. Можно лечить. Если раньше, вот, лет 20 назад мы думали, что это фатальное заболевание, то на сегодняшний день ситуация круто изменилась. И действительно, пациента надо реабилитировать прямо с первого дня развития первых симптомов заболевания. Это ранняя реабилитация, она проводится уже в реанимации. Ну и дальше по этапам человек должен пройти, значит, тот курс, который бы восстановил утраченные функции. И здесь самым таким важным моментом является мотивация самого пациента и поддержка родственников, близких людей. Поэтому на сегодняшний день, конечно, ситуация такая, что несмотря на пандемию, региональные сосудистые центры, первичные сосудистые центры работают в прежнем режиме, но с большей нагрузкой. Вот, конечно же, вот эта программа федеральная, она позволила улучшить систему оказания помощи больным пациентам и, конечно же, реабилитацию. Ну что ж, Татьяна Яковлевна, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире и рассказали нам об этом дне, признанном обратить внимание на проблему с инсультом не только в республике и стране, но и в целом в мире. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Ну а теперь мы призываем вас приготовиться к путешествию во времени и захватить с собой средства личной гигиены, потому что мы покидаем самое чистое время в истории. Смотрим сюжет Ларины Сукуевой. Первое подобие мыла появилось около 5000 лет назад. Это была смесь вареного жира и золы. А египтяне и греки примерно тогда же в условиях жаркого климата были вынуждены мыться по 4 раза в день, чтобы избавиться от грязи с помощью соды. Изобретение первой системы водоснабжения домов в Древнем Риме стало настоящим прорывом. Но вода в огромных резервуарах часто застаивалась. Однако римляне стали очень популярны благодаря своим термам. Они использовались не только для гигиены, но и выполняли социальные функции. В роскошных ваннах заключались коммерческие сделки. Кстати, римляне также известны своими общественными уборными. Туалеты сооружались из каменных плит с отверстием по центру. Они устанавливались в ряд и не имели перегородок. Люди приходили сюда по своим делам, в то же время успевали обсудить деловые вопросы. Затем римляне приводили себя в порядок с помощью губки на длинной палке. Обычно ее хранили в емкости с уксусом или соленой водой и использовали совместно. Общественная губка была не первым решением для данной проблемы. В разных регионах люди вместо привычной нам мочалки мылись камнями, ракушками и даже палками. В XVI веке мытье вовсе не считалось обязательным ни для знати, ни тем более для простого народа. Например, королева Елизавета I принимала ванну раз в месяц, а ее преемник Яков I, вероятно, и вовсе не мылся в жизни ни разу. Но в самом конце этого века, наконец, появился унитаз с возможностью смыва. Но внешне средневековые туалеты не особо отличались от тех, что изобрели в Древнем Риме. Правда, здесь появилось хоть какое-то уединение. И после визита сюда люди стали использовать сену и траву. А первый известный случай использования бумаги в гигиенических целях был зафиксирован в VI веке в Китае, а уже к XIV там производили 10 миллионов упаковок туалетной бумаги в год. Бани в Древнем Китае во многом напоминали современные спа-центры. Помимо мытья здесь предлагали услуги маникюра, массаж, а также чай с целебными травами. Вместо зубной пасты, которую еще и не изобрели, люди грызли ароматные веточки, освежающие дыхание. И именно в Китае в 15 веке изобрели настоящую зубную щетку. Она состояла из щетины дикого борова, прикрепленной к бамбуковой палочке. Натуральную щетину на щетке заменят нейлоном только в 1938 году.
Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Талант есть у каждого. Тот, кто раскрыл свой талант, счастлив. Ведь он делает окружающий мир лучше. Неважно, чем он занимается. Важно, что он на своем месте и вкладывает в свое дело частичку своей души, творчества и любви. Твой талант тоже ценен. Узнавай свои способности, развивай свои таланты, уверенно шагай в будущее. Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргыс Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или займ за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 32 52 00. Осенний ценопад в магазине медтехники «Инфратерм» на бесконтактные термометры, дозаторы, рециркуляторы, а также в наличии трехслойные маски по 4 рубля. «Инфратерм». Петровские ряды. 8 800 250 3901. Звонок бесплатный. С вами снова передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме выпуска. С 1 января прошлого года Россия перешла на новую систему обращения с твердым коммунальными отходами. Как ведется накопление и сбор таких отходов у нас в республике, нам расскажет заместитель директора Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности Оксана Васильева. Оксана, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, если говорить о нашей теме, да, как на территории республики продвигается мусорная реформа и каковы результаты? Да, доброе утро. У нас на территории республики, как и по всей Российской Федерации, в настоящее время данная система внедряется. Есть определенные, конечно же, сложности, да, но не просто, но и не невозможно. Да? На сегодняшний день нам поставлена задача работать в таком направлении, как снижение количества несанкционированных, вообще полная ликвидация по-правильному должна быть несанкционированных свалок. Должны быть определенные места, где будут обрабатываться отходы, собираться, накапливаться, обрабатываться, ну и захораниваться. Да? И вот эти вот места захоронения, по-простому говоря, полигоны, они должны существенно уменьшаться. Практически в 2 раза по стране была поставлена задача уменьшить количество полигонов. Мы также планомерно движемся в этом направлении. Что делается сейчас? Да? Самый главный стратегический документ, где предусмотрены все потоки, схемы потоков движения отходов, да, оно размещается в территориальной схеме размещения отходов. На сегодняшний день существует действующая территориальная схема. В нее вносятся корректировки, да, учитывая то, что у нас движение идет, объекты строятся, что-то ликвидируется, меняется. Поэтому мы должны до конца года утвердить новую территориальную схему, которая будет включать в себя как раз-таки перечень тех объектов, которые необходимо ликвидировать или которые необходимо внедрить. У нас на сегодняшний день есть 2 больших проекта, да, по городу Якутску. Это до конца 2022 года должны быть внедрены новый полигон на 27-м километре Вилюйского тракта, а также мусоросортировочная станция, мусороперегрузочная станция с элементами сортировки тоже на территории города Якутска. Угу. Вот, Оксана, вот мы в начале нашего разговора, да, говорили о том, что вот при внедрении вот этой мусорной реформы у нас в республике вот были и сложности, то есть не все так легко. Вот с какими сложностями столкнулись вот вы, ваша организация при внедрении вот мусорной реформы у нас? Ну, у нас
Наверное, у каждого региона есть свои региональные особенности, да. У нас на территории республики, вы тоже все знаете, это низкая плотность населения, климатические условия непростые. Кроме того, вот, что особенно влияет на тариф, да, это расстояние. У нас на территории республики очень сложная сама логистика, да, и расстояние между населенными пунктами не позволяет перевозить, курсировать это в том, как говорится, графике, который бы хотелось, да, поэтому приходится принимать такие решения, которые позволят на месте образования отходов необходимо на этом же месте уже сортировать, обрабатывать, а уже обработанное, спрессованное везти на полигон куда-то более далекий, в другой район даже. Вот, Оксана, как вы считаете, вот, от чего зависит вот, успешное внедрение вот, этой системы вот, у нас в республике? Ну, успех любого дела зависит от объединения всех усилий, да, от вклада каждого участника. На сегодняшний день это и органы исполнительной власти, и органы местного самоуправления, но и, скажем так, региональные операторы, управляющие компании и население. Да. Вот то, что касается населения, я бы хотела немножко остановиться на этом. На сегодняшний день у нас вот все население республики, общий объем отходов где-то около 300 тысяч тонн в год, да, и мы сделали небольшой срез, конечно, очень небольшой по сравнению с общим количеством населения, по опрос. Вот даже, вот, например, скажем, ваше отношение к мусорной реформе, отношение к раздельному накоплению отходов, да, очень радует, что люди настроены достаточно позитивно. Очень многие, вот, например, около 60% нам ответили, что готовы разделять, например, отходы, да, но не знают, с чего начать. Поэтому вот, мы будем двигаться в этом направлении, чтобы граждане уже на территории своей квартиры начинали отделять по фракциям, да, там бумага, пластик, стекло, которая позволит в последующем минимизировать вообще вывоз сам, ну и отходы. Ну да, не зря же говорят, да, вот хочешь изменить мир, начни с себя. Вот, Оксана, как раз-таки об этом, да, вот что делать человеку, да, вот если он вдруг увидел несанкционированную свалку, вот как следует поступить? Ну, несанкционированные свалки, вот вдруг увидел, как говорится, они все уже стоят на учете, несанкционированные свалки, да, как раз-таки по ликвидации данных несанкционированных свалок мы работаем, но не будет ни одной несанкционированной свалки, если каждый будет вкладывать, ну, как бы за собой, как говорится, убирать, да. Но я вижу, что появляется в новостных пабликах тоже, да, кто-то в лесу обнаружил мусор, конечно, это недопустимо. У нас есть определенный экологический надзор, контроль, эта работа ведется, поэтому здесь, конечно, надо это ликвидировать. Но очень часто, кстати, встает вопрос, кто должен нести расходы за ликвидацию такого рода свалок. Да? По федеральному закону это отходообразователи обязаны оплачивать расходы по вывозу, по транспортировке, вообще по ликвидации данной свалки. Да? Но вот, как говорится, инспектора, экологи как раз-таки проводят работы по выяснению, кто у нас отходообразователь, и он должен нести расходы, естественно. А выводит региональный оператор по договору, да, или другие юридические лица тоже на основании договора. Ну что ж, Оксана, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире и рассказали о сфере деятельности ЖКХ и касательно нашей этой темы. Ну что ж, друзья, мы идем далее. Накануне Хэллоуина студия Warner Brothers порадует зрителей новым семейным фильмом «Ведьмы». А всех любителей ужасов кинотеатры приглашают на главную премьеру самого мистического праздника. Подробнее с кинопремьерами этого дня знакомим вас в нашей рубрике «Киноафиша». В преддверии Хэллоуина смотрите в кинотеатре «Лена» две картины, которые не дадут вам заскучать.
Ведьмы — это вовсе не женщины. Это демоны в человеческом обличии. Так уже сегодня смотрите экранизацию одноименной сказки популярного писателя Роальда Даля «Ведьмы». Это история о том, как научиться распознавать ведьм среди людей и почему детям стоит их опасаться. Если снять с них парики и эффектные перчатки до локтя, зрелище нас ждет жуткое. Когти вместо рук, квадратные ступни, крупные ноздри и лысые головы под париками. Если вы выросли в 90-е, то наверняка смотрели предыдущую экранизацию культовой сказки Даля с Анджелиной Хьюстон в главной роли. На этот раз роль верховной ведьмы досталась Энн Хэтэуэй. Именно она этой осенью будет наводить страх на детей по всему миру. О, Боже! Давайте! Нужно остановить их. Вам не сойдет с рук ваш подлый, коварный план. И кто же мне помешает? Поймал! Новая экранизация романа Роальда Даля запомнится не только спецэффектами, но и модными образами. Сколько бед нас ждет искушения. Также смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» громкую премьеру картины «Пустошь тьмы и зла». Сколько веры есть. Это большой фильм ужасов от сценариста и режиссера Брайана Бертино, который, судя по отзывам, поражает фантастическим сочетанием человеческой драмы, мистического страха и великолепным актерским составом. Она говорила странности. В главной роли Марин Айрланд, звезда фильмов «Я легенда», «Ирландец» и «Дороги перемен» с «Золотым глобусом» за лучшую женскую роль. Не с ним. Мы нашли это в ее кармане. Действие картины разворачивается на уединенной ферме неприметного сельского городка, где после загадочной смерти мужчины при таинственных обстоятельствах кончает жизнь самоубийством жена покойного. Семья собирается, чтобы оплакать умерших, но вскоре наступает темнота, наполненная кошмарами наяву и растущим чувством зловещего, овладевающим всей семьей. Ужасные вещи. Злые. И они придут за кем захотят. Мы надеемся, что наш фильм послужит мягким напоминанием о самом худшем, что может случиться. И таким образом, возможно, вдохновит зрителя поднять трубку телефона и позвонить родителям, выйти в электронную почту или даже сесть в машину, говорят авторы картины. Он уже здесь. «Пустошь тьмы и зла». Фильм. Друзья, мы продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Сегодня, 29 октября, отмечается День вневедомственной охраны, что позволяет их сотрудникам более полувека оставаться важнейшим гарантом спокойствия граждан, а также какие услуги в арсенале управления нам расскажет начальник отдела организации, внедрения и эксплуатации технических средств охраны управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике Саха-Якутия, подполковник полиции Виталий Завражин. Виталий, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, если говорить в целом о вашей службе, расскажите о ее целях и задачах. Постановлением правительства ЦК КПСС и Совета министров СССР 29 октября 1952 года послужило образование вневедомственной охраны с целью охраны государственного имущества. Сегодня нашей службе исполняется 68 лет. Подразделение вневедомственной охраны осуществляет свою деятельность на территории 19 муниципальных образований республики, которые дислоцируются в 27 населенных пунктах. Основные задачи нашей службы определены законом о Росгвардии в соответствии с постановлением, с указом президента Российской Федерации номер 157 2016 года. Вопросы Федеральной службы войск Национальной гвардии. Подразделение вневедомственной охраны является структурным подразделением Росгвардии. Основные приоритетные задачи – это обеспечение правопорядка, обеспечение общественной безопасности. Особое внимание уделяется участию в мероприятиях, направленных на антитеррористическую безопасность объектов различной категории.
Ну, вот, говорим мы об основных функциях, да, вот неведомственной охраны. А много ли клиентов вот, доверяют вам свое имущество? Основные функции вневедомственной охраны – это охрана объектов с помощью пультов централизованного наблюдения. В первую очередь категория объектов, которая подлежит обязательной охране в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации, а также объектов, на которые частная охранная деятельность в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации не распространяется. Кроме того, конечно, это обеспечение личной и имущественной безопасности наших граждан, охрана общественного порядка, общественной безопасности, как я сказал уже, основное внимание уделяется участию в мероприятиях по обеспечению антитеррористической безопасности объектов различной ведомственной принадлежности. А вот как вам удается вот, вовремя вот, оперативно реагировать и вот, не допустить, ну, допустим, кражи? О надежности нашей охраны свидетельствует тот факт, что за последние года краж сохраняемых объектов не допущено. Поэтому и доверие к нам можно судить по нашим объемам. В настоящее время подразделениями вневедомственной охраны в нашей республике осуществляется охрана более 6 тысяч объектов различных форм собственности, а также мест проживания и хранения имущества граждан. Кроме того, подразделениями вневедомственной охраны ежегодно осуществляется прием под централизованную охрану порядка 300 новых объектов и порядка 200 мест хранения и проживания имущества граждан. Ну, впечатляющие цифры. Вот, мы знаем еще то, что в числе услуг, да, предоставляемым управлением, есть такая услуга, как хранение огнестрельного гражданского охотничьего оружия вот, в специализированном месте. Да, вот расскажите об этом подробнее. Ну, не секрет, что наша республика является одним из регионов наиболее вооруженных в России. Обязанность по обеспечению сохранности оружия возложена законодательством на его владельца. При этом у нас законодательством предусмотрено статьей 224 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовная ответственность за небрежное его хранение. Поэтому была предложена услуга, которая обеспечивает хранение огнестрельного гражданского охотничьего оружия в специализированных для этого помещениях. Сегодня у нас на базе Якутского АВО в данных помещениях владельцам предоставляются отдельные ячейки, оборудованные сигнализацией, металлические дверцы оборудованы замками, ключи находятся на хранении у владельца. Необходимо просто заключить договор, предоставить перечень необходимых документов, сдать оружие на временное хранение. Забрать его клиент может в любое рабочее время рабочего дня. Но также мы знаем, что в числе вот услуг, да, есть система охраны транспортных средств под названием «Алмаз». Вот об этом тоже расскажите. В настоящее время на территории всех субъектов Российской Федерации, в том числе и на территории нашей республики, внедрена и развивается единая услуга. Это по обеспечению охраны автотранспортных средств. Данная охрана осуществляется с помощью системы спутниковой навигационной системы мониторинга подвижных объектов «Алмаз». На сигналы тревога, которые реагируют подразделения вневедомственной охраны. Терминальные устройства, которыми оборудуются автотранспортные средства, формируют тревожные извещения, которые поступают на пульты АВО как активным способом, это при нажатии кнопки тревожной сигнализации, так и пассивным образом. Это при срабатывании охранной сигнализации, при несанкционированном проникновении, то есть в транспортное средство, попытки его угона. Следует отметить, что все абонентские комплекты имеют возможность подключения кнопки тревожной сигнализации, хотя при этом имеют различную комплектацию и сервисный набор функций.
Стоит отметить, что отличительной особенностью данной системы и данной услуги является то, что при перемещении охраняемого транспортного средства из одного региона в другой, при нажатии кнопки тревожной сигнализации отреагирует на сигнал то подразделение, на территории которой находится транспортное средство. Ну что ж, Виталий, благодарим вас за то, что приняли участие в нашем эфире. И поздравляем вас и ваших коллег с вашим профессиональным праздником. Ну а мы, дорогие друзья, сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после которой, конечно же, вернемся и продолжим наш эфир. Попробуй продукты на дом с бесплатной доставкой на sbermarket.ru. Более 70 любимых товаров по суперцене. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Цены ниже. Доставка бесплатна. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес: улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. Total Body – это комплексная МРТ головы, тела и суставов. Выявляет мельчайшие анатомические отклонения в организме на самой ранней стадии болезни, когда еще нет никаких симптомов. 634 человека уже прошли это передовое обследование в Якутске. МРТ Total Body – моя уверенность в завтрашнем дне. Только в Виктори Клиник. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, не выходя из дома, без комиссий, очередей и касс, в удобное для вас время с помощью онлайн-сервисов, через портал «Электронная ЖКХ», через личный кабинет на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, через мобильное приложение вашего банка. Помогите оплатить услуги ЖКХ своим родителям, пожилым родственникам. Своевременно оплачивая, мы помогаем обеспечить качество услуг ЖКХ, комфорт и уют в домах. Дорогие друзья, с вами вновь передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир и приступаем к следующей теме. В скором времени часть школьников, якутских школьников, уйдут на каникулы. Некоторые уже сидят на каникулах. Ну и у родителей, конечно же, возникает вопрос, чем же занять ребенка в это время. Ответ на этот вопрос вы, дорогие друзья, получите по итогам нашего разговора с начальником отдела дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Ольгой Яшиной. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, озвучили мы главный вопрос. Чем же, собственно, занять ребенка во время каникул и что предлагает ваша организация? Министерство образования и науки Республики предлагает большой перечень мероприятий международного, всероссийского, регионального уровней по самым разным направлениям. Это и творчество, музыка, наука, спорт, экология, патриотические направления. В общем-то, я думаю, что каждый ребенок сможет найти по своим интересам какой-то проект, конкурс, в котором можно принять участие во время каникул. Ну, то есть, есть, да, чем заняться ребенку. Но, собственно, расскажите о самых интересных проектах и конкурсах. Ну вот, на мой взгляд, самые интересные и самые востребованные проекты и конкурсы отвечают на вопрос подростка: зачем мне это нужно? Поэтому мы постарались сгруппировать мероприятия и конкурсы и проекты таким образом, чтобы наши дети смогли найти новых друзей, смогли заработать какие-то бонусы, баллы для продолжения обучения по той или иной программе, смогли пополнить свое портфолио, которое, кстати говоря, сейчас внимательно рассматривают и оценивают при поступлении после школы в профессиональной образовательной организации. А кто-то, может быть, станет членом интересной программы или команды для реализации каких-то проектов. Но, на мой взгляд, вот я бы обратила внимание на те международные проекты, которые сейчас на слуху. Это большой этнографический диктант, который, кстати говоря, приглашает не только подростков, детей, молодежь, но и родителей.
Это проекты по истории, исторический квест «За пределами». Это и всероссийские конкурсы по линии российского движения школьников. Большой очень спектр мероприятий. Это и первые шаги в науке, и республиканские проекты, которые, кстати говоря, пользуются неизменным интересом. Это конкурсы в рамках проекта «Музыка для всех». Это лично-командное первенство, турнир по шашкам и шахматам. Это программа по космосу «Космомания». Ну и другие направления, которые, я уверена, будут интересны нашим детям. Ну, как мы поняли, действительно, министерство предлагает, да, вот такой серьезный спектр конкурсов различных, да, вот действительно есть чем заняться. Но если говорить о том, как же узнать родителям, школьникам, вот, где все это проходит, куда зайти, по каким ссылкам, и чтобы узнать, вот, собственно, о всех этих мероприятиях? Ну, для того, чтобы было удобно сразу же получить информацию развернутую о сроках проведения, о требованиях, мы разместили информацию на главной странице сайта Министерства образования и науки и на сайте Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». Дополнительно во все муниципальные районы мы направили подробную информацию. И я хотела бы обратить внимание родителей и детей на то, что все учреждения дополнительного образования, как регионального, так и муниципального уровня, работают в течение всего года, включая каникулярный период. Единственное, что сейчас с учетом эпидемиологической ситуации наши учреждения работают в дистанционном формате. Вот на это следует обратить, конечно, внимание. Да, вот, кстати, о формате, да, вот хотелось бы подробнее об этом узнать. Действительно, сейчас, ну, нельзя, да, просто взять, собрать много детей в одном месте. Как же у нас все будет это проходить, вот все эти конкурсы и проекты? Ну, я хочу призвать вот всех родителей, всех наших очень сознательных, обязательных детей поддержать все требования, которые связаны с нашей непростой ситуацией, с требованием Роспотребнадзора, оставаться максимально дома, воздержаться от поездок в районы, потому что, конечно, практически все мероприятия предлагаются в дистанционном формате. Это временная мера, мы это понимаем, но вместе с тем должны исполнять такие требования. Повторяю, все мероприятия в дистанционном формате. При этом хотела бы еще вот один момент такой отметить. Мы предлагаем и нашим родителям пройти школу одаренных родителей, стать экспертами в распространении родного языка и, наверное, найти ответ на самый сложный вопрос, как правильно воспитать своего ребенка. На сайте Национальной российской ассоциации родителей. Очень интересный, мне кажется, портал, который нашим родителям поможет в воспитании наших детей. Да, и если говорить, да, о том, что вот ребенок сидит на каникулах, его нужно занять, вот, а насколько это важно, вот, по вашему мнению, чтобы ребенок не сидел без дела, и как это сказывается на его состоянии, вот, чтобы ребенок, например, в форме, да, вышел после каникул и приступил к учебе? На самом деле, конечно, это очень сложный период, и очень важно ребенку переключаться с учебного процесса на какие-то занятия, которые ему лично интересны. Поэтому я бы попросила родителей вместе с ребенком пройтись вот по тем ссылкам, которые мы направили во все районы, разместили на сайтах, и вместе выбрать какие-то интересные проекты, программы, конкурсы, может быть, посоветовать ребенку, а может быть, наоборот, поддержать выбор ребенка. Иногда он нам непонятен, но ребенок чувствует интерес, мы должны его понимать и поддерживать. Это очень важно в такой сложный период. Мы же понимаем, что ребенок, в общем-то, последнее время и учебные программы в дистанционной форме проходит, да, и сейчас мы предлагаем дополнительно программы, конкурсы, которые влияют на его развитие, тоже в дистанте. Поэтому, на мой взгляд, очень важно именно внутри семьи понять и поддержать ребенка, предложить разные, переключиться на разные направления, может быть, да. Если ребенок занимался наукой, пусть он посмотрит соревнования по музыке, конкурсы, какие-то проекты по творчеству. Очень большой спектр творческих конкурсов предлагается сейчас. Да, вот, кстати, вот говоря о конкурсах, да, вот в числе конкурсов вы сказали то, что есть и спортивные конкурсы. Вот, я думаю, очень интересно нашим телезрителям узнать, как же в онлайн-формате вот будем заниматься вот спортом, состязаться.
Ну вот помимо того, что я сказала, лично командные турниры республиканские по шахматам и шашкам, да, проводятся. Сейчас у нас будет идти эстафета здоровья по сдаче нормативов ГТО, в трудовой обороне. Причем старшие классы сдают. Очень интересно. В онлайн-формате, оказывается, достаточно интересно прохождение таких конкурсов, да, спортивных состязаний. Ну, еще, знаете... Вот да, Ольга, к сожалению, у нас ограничено время, да, вот подходит к концу. Действительно, есть и шашки, и ГТО, да, есть чем заняться. Ну что ж, спасибо большое, дорогие телезрители. Мы сейчас уходим на рекламу. Эфир продолжит Якутский блог и мои коллеги. Доброе утро. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вот такого десерта, который очень хорошо подойдет для завтрака, ведь в нем много сметаны и творога. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.